20 января 2023 года. Место Новотель. Все этого долго ждали, а самые лучшие стрелки боролись. Поздравляю! Вы на вручении наград лучших стрелков соревновательного сезона 2022. Кубок снайпера. Итак, дорогие дамы и господа, под ваши несмолкаемые овации и аплодисменты позвольте, пожалуйста, пригласить почетного президента Федерации снайпинга Кыргызской Республики, генерал Бушкоев Жомарт Пербишевич, наш многоуважаемый Аксакал, прекрасная легенда, мэтр своего дела. Друзья, можно погромче, прям погромче поаплодировать? Добрый вечер, уважаемые члены Федерации снайпинга. Добрый вечер, уважаемые любители стрельбы, члены семей и все приглашенные на сегодняшнее вот это вот замечательное торжественное мероприятие. Вообще, Федерация снайпинга Кыргызстана, она набирает обороты. Благодаря нашему другу Айдару Окену. Спасибо тебе за то, что ты потянул вот такую вот, достаточно тяжелую, ответственную лямку и на сегодняшний день делаешь значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Я от имени ветеранов, от себя лично хочу подчеркнуть о том, что основная задача нас, ветеранов, и вас тоже получается, это патриотическое воспитание нашей молодежи, чтобы наша молодежь могла в любое время быть готова встать в строй с оружием в руках. Причем оружие – это не то, что взял и как ложкой пользуешься. Нет. Чтобы умело владеть оружием, нужно много-много тренироваться. Нужно знать материальную часть. Тем более, что оружие с каждым разом становится все сложнее, все современнее. И для того, чтобы из него делать хороший результат, надо его изучать и надо тренироваться. А чтобы тренироваться, нужно время и нужны боеприпасы. Я чуть не сказал смазка. А боеприпасы-то, товарищи дорогие. И вот спасибо Айдару, который раз за разом, организовывая различные соревнования, как на юге, как здесь в Бишкеке, как на Иссыкуле. Поэтому значение сегодняшнего мероприятия еще и заключается в том, что это итоговое. То есть логика действий нашего президента Айдара заключается в том, что он не только мероприятие проводит, но он из раза в раз его совершенствует. И особенно итоговым мероприятием является вот сегодняшнее торжественное чаепитие, где, я так понял, будет награждение. Непредсказуемо. Аплодисменты, друзья, награждение. Я краем уха слышал, да. Поэтому я заранее хочу всех тех победителей, кто отличился в прошлом году на всех этих соревнованиях, кто постарался, поздравить от имени ветеранов, от тебя лично, с теми наградами, которые они сегодня получат. Вассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Есть, друзья, аплодисменты. Вот такое, знаете, торжественное приветствие. Альхамдулилля, пусть так и будет. Итак, друзья, мы продолжаем. This ain't hate speech, this is faith preach. This is Shakespeare mixed with Banksy. This is
prize in a crisis. I know what the price is. I'll show 'em what a fight is. I'm the leader of the pack. I'm here where you at. Set the flame, light a match. I will fight back. I will fight back. I'm the leader of the pack. I'm here where you at. Мы были свидетелями апрельских событий в Баткене. И в то время, когда читаю вот эти все новости, они меня очень сильно потрясли. Очень сильно потрясли, я уверен, многих из вас тоже. И в этот момент я задал себе вопрос, что можно было бы сделать, чтобы мы, как гражданские лица, напрямую не сможем помочь, да, в этом, но хотя бы косвенно какой-то внести вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины. И размышляя об этом, общаясь тоже с другими стрелками, пришла идея организовать Федерацию снайпинга, высокоточной стрельбы, вот, чтобы через вот эти соревнования, да, повысить уровень, навыки, стрелковые навыки как для гражданских людей, так и для представителей силовых структур. Вот я хотел бы с вами поделиться первой идеей, как вообще возникла идея создания Федерации снайпинга. И что хотел бы я сказать, что у нас произошло в 2022 году. Я думаю, мы достигли неплохих успехов. Первое, это мы в начале года сделали наш интернет-сайт. Потом мы подключились, к конфедерации ITCC, это болгарская, у них штаб-квартира в Болгарии находится, это конфедерация европейская, то есть они аккредитированы как спорт в Европейском Союзе. Мы стали членами этой конфедерации, они подключили нас к своей системе онлайн-расчетов соревнований, вот, где вы как раз-таки являетесь свидетелями, когда мы на соревнованиях в реальном режиме времени можем видеть итоги результата нашей стрельбы. То есть есть онлайн-система. Следующее, что было в 2022 году сделано, это мы для того, чтобы заинтересовать стрелков, внедрили кубок снайпера. Это первое, да. Кубок состоит из 3 категорий соревнований. Это стандартное соревнование, которое в нем участвуют 3 модуля, да, наших. Это стандартное соревнование. Второе – дальняя стрельба, которую мы провели на Иссыкуле, благодаря Министерству обороны. Вот, там в этом году стрельба велась на дистанции 1500 метров максимально. Мы ее назвали «Египетская миля». Вот, но хочу сказать, в этом году, надеемся, мы уже настоящую милю будем стрелять, 1600 метров дистанции. Да, это у нас вторая категория – дальняя стрельба. Третье соревнование у нас было итоговое, финальное – это неустойчивые, которые мы провели в декабре. Вот, все упражнения выполнялись с неустойчивых положений. Так что это кубок снайпера. Следующее новшество, которое мы ввели, это рейтинг снайпера, где каждый стрелок по итогам каждого соревнования, суммируя свои баллы каждого соревнования, может подвести итоги и видеть свое место в общей таблице стрелков. Да? Это второе новшество. Вот эти все вещи, кубок снайпера и рейтинг, это еще одна мотивация для стрелков повышать свои навыки. Да, это получается игра, где не только вы становитесь призерами соревнований каких-то, но еще участвуете в результатах в серии соревнований. И как раз таки сегодня вы уже многие из вас видели, сегодня у нас готовы кубки, которые изготовили в городе Москва. Специально заказом сегодня прилетели из Москвы. Прямо очень волновались, чтобы эти все кубки к нам сюда подоспели. У нас есть сегодня награды рейтинг стрелков, так что вот это все мы относим к результатам 2022 года. Ну и такое самое важное, я считаю, основное тоже достижение. Мы подписали в 2022 году соглашение с пограничной службой и с МВД Кыргызской Республики, где мы уже провели сейчас на данный момент 3 сбора с участием действующих стрелков спецподразделений данных
министерств. Значит, 2 сбора прошли в Баткенской области и 1 сбор прошел в городе Бишкек. Так что, я думаю, это очень хороший результат. На последних сборах участвовало 56 стрелков в городе Баткен. Я считаю, что это, наверное, где-то и основная цель была создания федерации, вот именно помочь освоить вот эти навыки, баллистику, потому что вот это вооружение, оно сейчас в мире уже новое, мир сейчас уже отходит от СВД. Я считаю СВД очень уникальным, хорошим оружием, но своего времени. К сожалению, сейчас все движется вперед, и Кыргызстан тоже должен идти в ногу с обновлением нашей военной техники. И поэтому, если мы сможем, чем сможем помочь нашим силовым структурам, мы это сделаем. Так что вот такие у нас в среднем итоги. И я коротко скажу про планы на 2023 год. Потому что здесь у нас участвует очень много стрелков. Значит, в этом году, ребята, готовьтесь вам надо узнать свою сетку в оптике, потому что мы будем делать упор на всех соревнованиях, чтобы вы могли определять дистанции по сетке без использования электронных устройств, таких как дальномер. То есть это будет такой упор на вот эту вещь. Второе. Надеюсь, в планах мы в этом году получим аккредитацию Министерства спорта. Это тоже в планах на 2023 год. И последнее, будем участвовать, значит, совместно хотим взаимодействовать с Джорку Кенеш, чтобы внести изменения в закон об оружии, чтобы нам разрешили релоуд, потому что релоуд однозначно улучшает кучность стрельбы, я считаю, где-то минимум в 2 раза. То есть наши стрелки смогут лучше стрелять, если вот этот законопроект будет введен в Джоркинеш. Релоуд уже разрешен во многих странах мира, он разрешен во всех, скажем так, западных странах, но вот около 4-5 лет назад Россия тоже ввела закон о разрешении сбора своего боеприпаса. Поэтому я надеюсь, мы тоже в этом году вот этих результатов достигнем. Так что вот такие у нас планы. Я хочу выразить вам всем огромную благодарность за то, что сегодня приняли участие на нашем маленьком событии, торжественном. Огромное спасибо, что кроме вас самих вы пригласили сюда своих спутников, вторую половинку, потому что это тоже важно, чтобы семья поддерживала такое хобби ваших мужей. Добрый вечер, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. От себя лично, от имени Министерства внутренних дел, от руководства Министерства внутренних дел разрешите сегодня поздравить вас с сегодняшним мероприятием с подведением итогов. До последних лет мы думали, что наши спецслужбы одни из лучших. Но приняв участие в соревнованиях, мы были неприятно удивлены, когда наши снайпера не попали даже в первую десятку лучших снайперов. Сделано ряд выводов, и сейчас мы более тесно начали сотрудничать с данной федерацией. Мы вам очень благодарны, что вы нам показали, как оно должно быть, не как оно у нас получается, а как оно должно быть в реалии. Большое спасибо за благодарственную торжественную речь. Обязательно рукопожатие. Я думаю, все самое интересное и значимое впереди. Добрый вечер, уважаемые приглашенные, уважаемые гости, уважаемые организаторы. Я вот смотрю, как благодаря организатору Айдару Николаевичу здесь очень так все хорошо организовано, прекрасно. Ну, если говорить про снайпинг, благодаря организаторам, председателю Федерации снайпинга, очень много работ проведено. Я вам честно скажу, мы вот проводили благодаря Федерации очень много соревнований, большие успехи добились. Вот здесь я надеюсь, все секреты не могу выдавать, но то, что здесь вот представители наши тоже, командиры войсковых частей БЮРЮ, управления вооружений и других, я вижу, которые участников, которые неоднократно занимали призовые места. И я скажу, благодаря Федерации снайпинга у нас большие успехи в профессиональном качестве. Поэтому большое спасибо, что мы встречаемся не только на полигоне, но и вот таких культурных мероприятиях. Спасибо вам большое. Нас информационно поддерживали наши партнеры, журналисты. И я хочу сюда пригласить Марию Иванову, Sport KG. Постоянно публикуют наши материалы.
Да, Мария. Друзья, под ваши аплодисменты, Мария Иванова, Спорт KG. Благодарим за медиа-освещение. Очень большой вклад в развитие и прогрессию снайпинга Кыргызской Республики. Далее. Один из первых, я не знаю, как успевает первым всегда публиковать наши материалы. Юрий, огромное спасибо. Под аплодисменты, друзья, Юрий Копытин, 24.kg. Замечательное издание. Большое спасибо. Продолжаем. Да, хочу выразить тоже благодарность особую Сатыбаеву Мирланбеку. Мирланбек, значит, возглавляет Мерген Джаматы, очень популярный, значит, он блогер очень популярный, как бы в его джамате огромное количество охотников нашей страны. И Мирлан всегда активно публикует наши материалы и продвигает нашу деятельность. Друзья, аплодисменты. Мирланбек Сатыбаев. Блог Мергендер Джаматы. Да, я хочу пригласить следующего человека, которому мы хотим выразить благодарность. Гапоненко Александр. Как вы знаете, мы уже проводим на стрельбище Александра уже какие соревнования? По-моему, видимо, 4-й или 5-й, третий Александр подтвердил. Вот, кроме того, у Александра охотничий магазин, где наши все стрелки с удовольствием отовариваются и с винтовками, с патронами. Александр, огромная благодарность за поддержку нашего спорта. Большое спасибо. Александр, с вашим ростом на сцену можно было и не подниматься. Топ-10 замыкает у нас Нурджан Улу Санчар. Гильбом удар. Вручаем торжественный вымпел. Под громкие аплодисменты. Друзья, попасть в топ-10 рейтинга – это уже огромное достижение. Я уверен, что на данный момент Санчар уже ставит для себя огромную цель продвинуться выше в данном рейтинге. Следующий. Топ-9 замыкает у нас Зуев Михаил Александрович. Вымпел мы вручаем в ваши ручки. Не слышно, друзья, аплодисменты. Отлично. Топ-8. Рахманкулов Абдумамон Рахимжанович. С очень уверенной походкой ближе к нам на сцену. Вымпел торжественный от рук почетного президента Федерации снайпинга Кыргызской Республики. Итак, продолжаем. Топ-7. Субанкулов Ниязбек Карыбаевич. Геликон Азар. Анати Марзавар Джилмаев Трусройкот Щупоем Аздар. Так, немного центрируемся. Отметьте, мужчины, вы на мишени. Итак, топ-6. Арыков Бакир Турабекович. И это все под торжественную музыку и аплодисменты. Так. Отлично. Топ-5. Друзья, под ваши аплодисменты. Акенов Айдар Талайбекович. Мы решили вручать награды именно с топ-5. И Айдар оказался случайно, если что. Так. С улыбкой, улыбкой. Отлично. Топ-4. Сейтниязов Камилжан Тилвалдиевич. Поддержка партнеров. Так, смотрим на наших фотографов. Занимаем позиции. Топ-3. Витхин Евгений Александрович. Друзья, бренд Федерации снайпинга Кыргызской Республики. Сразу чувствуется энергетика.
хочу пару слов добавить. Евгений очень активно поддерживал вообще наши соревнования. У него есть мастерская своя, где он занимается перестволом винтовок. Вот. И хочу сказать, вот в прошлом году на Иссыкуле он занял первое место на Иссыкульской миле. Вот, с оружием отечественного производства Ильбирс называется. Евгений, поздравляю. Большое спасибо. Итак, топ-2. Эта фамилия встречается на моем пути уже дважды. Зуев Сергей Александрович. Аплодисменты, аплодисменты, друзья. Так, позиционно. Улыбаемся. Итак, замыкает, а точнее занимает пока что первое место в рейтинге стрелков Федерации снайпинга Кыргызской Республики. Под ваши аплодисменты Джумалиев Азиз Кайыбекович! Ура! 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 И браво! Отлично, отлично, большое спасибо. Вручение Кубка Снайпера 2022. Для начала бронзовая медаль достается Витхину Евгению Александровичу. Знакомые лица уже на сцене. Даже немного природились. Отлично. Серебро. Укенов Айдар Талайбекович. Серебро. Улыбнитесь. Я честно выиграл соревнования, так что так получилось. Айдар, я вас немного поправлю. Вы не выиграли, вы заняли второе место. Я понимаю, в целях есть, да? Но не переборщивайте, пожалуйста. Ладно, шутки шутками. Золото! Чумалиев Азиз Кайыбекович! Друзья, отметьте, что данные кубки изготавливались в Российской Федерации. Эти кубки сегодня первый день находятся в Кыргызстане. Друзья, громкие овации и аплодисменты! Знаете, я хочу отдельно немножко про этот кубок рассказать, почему он такой большой. Значит, кубок — это 3 соревнования разной категории. То есть стандартные соревнования, они одинаковые, а вот в кубке участвуют 3 соревнования. Я как говорил, неустойчивые, дальняя стрельба и стандартное соревнование. И вот в этом соревновании Азиз из серии, из 3 соревнований занял первое место. Хочу сказать, значит, его имя выгравировано на первой, вот здесь вот его имя здесь. Этот кубок, он переходящий. И каждый год, в 23-м году, у нас будет новый обладатель кубка. Возможно, Азиз, возможно, нет. То есть вот так вот кубок будет переходить от одного стрелка к другому, поэтому мы его изготовили большим и сразу установили 10 плашек, означает сразу на 10 лет. Здесь будут, надеюсь, меняться фамилии, мы все будем бороться за этот кубок и составим огромную конкуренцию Азизу, конечно, чтобы отобрать его. Айдар, секундочку, можно вопрос, пожалуйста? Айдар, буквально микрофон на пару секунд к вам. Буквально пару секунд, я понимаю, хочется его забрать, да? Да. Итак, Айдар, смотрите, этот кубок переходящий. Да. А вот, допустим, Азиз не захочет его кому-то отдавать и скажет, что он его потерял. Понимаете, нас очень много, и мы его, я не знаю, чем мы сделаем. Тогда следующей мишенью будет Азиз. Да, да. Всё. Это дается под ответственное хранение на 1 год Азизу. Но, чтобы Азиз не обижался, что мы у него потом отберем этот кубок, мы ему сделали один маленький кубок, который он сохранит у себя дома на всю жизнь. Маленькая копия. Маленький кубок, да, маленькая копия.
Здесь его уже одна плашка будет, он ее сохранит у себя дома. Но вот этот кубок, Азиз, это тебе ответственное хранение. Если потеряешь, это страшное дело будет просто. Отлично, знаете, я вообще думал, знаете, типа, этот кубок переходящий, и для того, чтобы Азиз не обижался, мы ему даем 200 сомов. Ну ладно, друзья, маленький кубок Азиз достается. Друзья, под аплодисменты! Слово, Азиз, позволите? Ассалаумалейкум барыңарға, снайпинг федерацияның барлық мүшелеріне, чоң рахмат сіздерге. Bir жыл бойы шундай чоң конкуренция, атандаштық жаратып бергеніңерге, біздің генерал Башкоев айтқандай күштілер жеңсін дегенде күштілер жеңді, надеюсь. Ошо, барыңарға рахмат, біздің федерацияға, судейский бригадаға да чоң рахмат. Ең башқысы Айдарбайке сізге чоң рахмат, шундай федерацияны қолдап, шундай өздіріп атқанларға, не только федерация, и Қырғызстанға қылып атқан вкладыңызды бәлкім бөліп білбеш мүмкін, бірақ біз білеміз. Сізге чоң рахмат. Чоң рахмат, соны айтылған сөздер. Негізілі қырғыз халқымызда, қырғыз жұртымызда, қырғыз елімізде соның сөз бар. Бұл кубокты албай қалғандар. Сіздер айтмақшымыз, бағы жоққа, дағы жоқ, дағы жоқ, айла жоқ, іштеңіздер, әрекет қылыңыздар. А здесь имя Атында Балпар, не урони по дороге, это надо вернуть потом. Пожалуйста. Под ваши очень громкие аплодисменты приглашается Назаров Владимир Владимирович. Попов Тимур Владимирович. Сафрошкин Андрей Владимирович. Бабаев Эрик Оскуналиевич. Джумалиев Рустам Рызбекович. Кырбалаев Улан Садыгалиевич. Мартынова Анастасия Анатольевна. Друзья, под ваши несмолкаемые овации и аплодисменты. Погромче, друзья, погромче. За 2021-2022 годы прошло ровно 9 соревнований, где приняли участие более 400 участников. Так, вроде бы все на месте. Давайте для начала сделаем торжественное фото, уважаемые фотографы. Запечатлим данный момент. Так, немного центруемся. Немного ближе ко мне, знаете, чтобы ближе к центру было. Так. Итак, дорогие дамы и господа, у меня вот такой вопрос. Секундочку, с вашего позволения. Вот кто желает развития и прогресс Федерации снайпинга Кыргызской Республики, поднимите повыше правую руку, пожалуйста. Подержите, подержите. Елімізде жерізде тыныштық болсын дегендер, сол қолыңыздар көтеріп қолыңыздар, поднимите левую руку. И еще раз, как можно громче, поаплодируйте, друзья! Я сегодня сейчас завершающим выступлением хотел пригласить моих коллег. Это наша команда Федерации снайпинга, которая, как вы знаете, в течение всего года мы вместе были с вами на полигонах, на стрельбищах, проводили соревнования. Это наш судейский корпус, статс-секретарь Анастасия, она ведет протоколы соревнований, вводит в систему компьютерную. Улан, он у нас по технической части. Андрей, он у нас как бы старший судья по технической части. Да, Эрик сейчас хочу тоже объявить, он сейчас назначен главным судьей Федерации снайпинга. Вот с 1 января приступил к своей работе. Да. И Рустам, он у нас как бы также является судьей Федерации снайпинга. Так что вот наша, ребята, команда. Так что надеюсь, мы еще в этом году проведем серию наших соревнований. И всем хочу пожелать, чтобы мы в этом году тоже уже начали посещать наши какие-то международные соревнования. Нас уже приглашают, поэтому так что вот такие будут у нас новости. Большое спасибо и овации, ребята, вам. Да, спасибо. Друзья, очень громкие аплодисменты. Как уже здесь на сцене было подмечено, в 2023 году нас ожидают глобальные цели и задачи. Итак, уважаемые снайпера, стрелки, можно, пожалуйста, от меня лично вам поаплодировать. Вы большие молодцы, вы проделали огромную работу. И я пожелаю всем, кто находится в списках рейтингов, попадать как можно выше в топ-10, топ-5. Особенно в топ-5, поскольку именно там у нас награждаются награды. А теперь, пожалуйста, позвольте всех пригласить для того, чтобы сделать общее торжественное фото. Друзья, на этом мероприятие официально закрывается. Громкие аплодисменты!
Вот и официально завершился соревновательный сезон 2022 года. Все участники подвели итоги, сделали выводы и уже готовятся к новым испытаниям. Ну а мы с вами прощаемся, друзья. Всем точных выстрелов!